вот сейчас Руслан сказал, Абхаз герой одно и то же. Недавно открывал абхазский паспорт внутренний, и там два определения, которые, собственно, наверное, одни из важнейших завоеваний абхазского народа. Да? И там написано Апсва и Ахата. То есть все правильно, да, идеология. Сложно как бы обойти этот момент. Вроде бы как бы паспорт, да, и иногда они придают значение, могут продавать его, да, как мы знаем, могут раздавать паспорта. Но вот суть, которая там вложена, да, она, конечно, очень много говорит. Я бы хотел перейти вот как бы к следующей, скажем так, теме в рамках вот большого круглого стола. Это вот наша национальная безопасность с точки зрения военной, и мы это обсуждали в студии Апснахабар тоже до 2008 года и после 2008 года. Вот в этом контексте, когда Абхазия была признана Российской Федерацией, какие все-таки изменения произошли именно вот с точки зрения вот концепции военной безопасности, как мы начали к ней относиться. И я хотел бы вот сейчас слово передать Илье и потом Ливану, вот, чтобы по этому вопросу высказались. Ну, добрый день всем присутствующим. Ну, если говорить о нашей безопасности с послевоенного времени и делить историю там, до 2008 года и с 2008 года, да, то я должен сказать, что до 2008 года Абхазия, конечно, стояла на страже своих рубежей и защищала родину своими силами. То есть силами абхазских, силами добровольцев, силами резервистов, силами абхазской армии, Министерства обороны, да, всеми возможными силами мы это делали. Это было сложно, здесь присутствуют люди, которые это помнят. Это было почти там, я не знаю, в год бывало иногда 2 раза какие-то происшествия в Гальском районе, вылазки, партизанщина постоянно. То есть до 2008 года у нас состояние было такое. После диверсанты. После 2008 года ситуация поменялась, улучшилась. Пришла российская армия, стратегически нас признали государством. И мы фактически в этом плане вздохнули и имели возможность как бы создать свою армию и развиваться дальше. И никто нам в этом, я думаю, до сегодняшнего дня и не мешал бы в этом плане развиваться. Что я хочу сказать, вот вы посмотрите даже вчерашнее выступление президента, да, который сказал, что сегодня ситуация, реалии сегодняшней действительности намного сложнее, чем в 2008 году. Я вполне с ним соглашусь, потому что в 2008 году, по моему мнению, абхазская армия была на голову выше, мобильнее, могла собраться очень быстро. 2 часа. Да, надо было 2-3 часа для того, чтобы уже все подразделения находились на своих местах. Что мы имеем сегодня? Сегодня ситуация, я думаю, намного хуже в этом плане. Поэтому, если мы говорим о 2008 году и сегодняшнем, да, то реалии, которые мы сегодня существуем, они немножко сложнее. Даже в рамках нашей армии, в рамках нашей страны. А то, что международная обстановка сложная, мы прекрасно понимаем, мы все это видим. Она действительно сложная. Она идет мировой передел. Да. Если мы думаем, что мы в этом не будем участвовать, я думаю, это большая ошибка. Мы все участники этого процесса. Другое дело, насколько мы готовы в этом участвовать. Не в военном даже плане, а в политическом плане. Какие реалии могут быть, как могут развиваться события. Это все должно прогнозироваться государством. Все эти вещи мы понимать должны в этих вещах. Что еще я хотел сказать? Хочу сказать, что бывают некоторые неувязочки. Я сейчас основываюсь, все-таки хочу вернуться опять к выступлению президента, который затронул эти вопросы совершенно недавно. И нам внедряют мысль, что эта опасность, присущая сегодня, наверное,
она настолько опасна, да, что вот не нужны никакие там инакомыслия. Давайте, мы должны быть едины, мы должны быть вместе, так как угроза существует, да. Это тенденция угрозы, когда вот нас все время пугают. Ребят, давайте, вот существует угроза, давайте мы не будем говорить о тех наболевших проблемах, которые у нас сегодня существуют. Я к этому так не отношусь, угроза существует у нас 30 лет. Всегда существовала. И она существовала и до этого тоже, да. Эти угрозы будут существовать всегда. Другое дело, насколько мы к ним готовы. И мне кажется, происходит вообще манипулирование сознанием общества, когда в своем выступлении говорят, что вопросы, которые там, надо решить вопросы, которые создают неблагоприятный фон, не дай бог наш стратегический партнер обидится или там в случае каких-то военных действий нам не поможет. Послушайте, о каком неблагоприятном фоне идет речь? Допустим, я не понимаю, нам говорят, что вот вы же знаете каких. Это что? Это вопрос недвижимости, это вопрос апартаментов, вопрос электроэнергетики, это все вопросы, которые общество поднимает, это вопрос Писунской дачи. Эти все вопросы являются неблагоприятным фоном для нашего стратегического партнера между отношениями между Россией и Абхазией. Я думаю, что это далеко не так, наши отношения не находятся на такой стадии. Да? Наши отношения вписаны в договоре от 2014 года и от 2008 года, и от договора 2014 года, да, о стратегическом партнерстве, о том, как мы должны развиваться, какие на себя риски берет российская сторона, какие мы на себя берем, какие обязательства перед нами стоят. И вот в этом направлении мы должны двигаться. К большому сожалению, мы не двигаясь в этом направлении, в направлении там, улучшения качества наших вооруженных сил, да, мобилизационной способности. Я не говорю, что ничего не делается. Да, действительно, мы что-то пытаемся делать, но мы могли бы делать это намного эффективнее. Быстрее и качественнее. Да, и качественнее, быстрее, эффективнее. Поэтому и мне очень сложно думать, что наши стратегические и партнерские взаимоотношения с Россией, да, могут повлиять взаимоотношения коммерческие. Я очень не уверен и не согласен с тем, что вопрос покупки недвижимости в республике, постройка апартаментов и постройка там в последующем покупка энергетики, кстати, что есть такая опасность, что все эти вопросы наболевшие, да, это вопросы олигархата, это не вопросы государственные, российские вопросы. Не надо увязывать это две вещи. И когда нам говорят, что давайте, вот может быть война, и давайте мы будем вести себя поспокойнее, скажите, пожалуйста, если может быть война завтра, если такая угроза существует, то почему коммерсанты, допустим, или российский олигархат так реально пытается, скажем, вложить деньги в Абхазию? Это же не коммерческий проект. Я бы не путал эти две вещи. Давайте, коммерция это отдельно, защита государства это отдельно, есть стратегические вещи, которые государство не должно продавать. Вот я как пример привожу аэропорт. Аэропорт является стратегическим для государства объектом или нет? Я считаю, что это стратегический объект, это инфраструктурные вещи. Да? Мы прекрасно понимаем, что, допустим, нашими силами аэропорт мы построить не можем. Но построить само здание аэропорта, допустим, или отдать в пользование и подарить полосу, да, на которой садятся самолеты, это должно быть государственной собственностью. То есть есть какие-то разделения, которые должны существовать. Это все в рамках безопасности нашего государства. Это все. Илья хотел сказать. Я просто добавок к тому, что ты говоришь. У нас действительно была ситуация намного хуже, чем сегодня. Это никто. У нас была ситуация, когда не было ни одного союзника в Абхазии. Да. Ну вы же ни одного. Да. Мы же выстояли. Мы до 2008 года мы
Кстати, самое хорошее это. Мы справлялись. Сами жили. Вот когда мы ни на кого не надеялись и все свои силы, коэффициент полезного действия у нас был вот направлен в одну сторону, и мы все старались что-то сделать, у нас получалось. Потом мы расслабились. Сегодня у нас есть один из самых сильных стратегических союзников. В регионе уж точно. В регионе, да, в регионе, конечно. Ядерная держава, да, стратегический союзник. У нас есть договор, есть параметры этого договора, да. Ну, ребята, что нам мешает развиваться? Я не понимаю, что нам мешает развиваться. Вы для этого сказали, это коррупция и все остальное. И прежде всего, я считаю, что мы вообще должны начинать с образования. Слушайте. У нас молодежь, если мы не вырастим образованную элиту, которая будет править государством в будущем, которая будет приходить и будет грамотно расставлять приоритеты, у нас нет будущего. Если у нас не будет хорошего образования в наших детей, если мы не сможем организовать хорошие детские сады, если мы не сможем образование в школах преподавать нормально, в университете, если у нас не будет спорта, да, если, как нам советуют, там у нас такие погодные условия, там, плавайте, послушайте, о чем вы говорите. Это то, на что государство должно прежде всего реагировать и вкладывать деньги. И жалеть средств никак. Да, действительно, средств, наверное, мало. И я не против того, чтобы кто-то там строился в Абхазии, чтобы инвестиции в Абхазию шли. И инвестиции в Абхазию, почему мы боимся? Потому что мы знаем, какая система у нас в стране. 30%, да. Мы знаем, что эта система завтра даст паспорта. Мы знаем, что закроет глаза на какие-то там вещи, да, и никому не будет наказания. Мы целую территорию мы подписываем международный договор, готовим документ, двухсторонний документ, в котором нарушены координаты, и территория становится совершенно другой, и мы спокойно к этому относимся. Ну, по ошибке отдали там пол территории. Но намерения были хорошие. Ничего страшного. Намерения были что значит ничего страшного? Кто несет ответственность? Хорошо, что увидели. Не, это увидели еще в 6-м созыве. Кстати, мы не поднимали этот документ, сказали тихо, вернули, сказали, исправьте. Там совершенно другие параметры. Слушай. Даже тогда... Ну, конечно, это тогда мы заметили, это было тогда, говорили. Нам говорят, а где документ, что вы, слушайте, при чем тут документ, парламент отослал вам это? Когда президент говорит о том, что наша безопасность была бы намного сегодня лучше, если бы мы отдали в свое время 50 гектаров земли, послушайте, при чем тут 50 гектаров земли под строительство какой-то инфраструктуры, когда у нас не выполнены параметры договора 2014 года, там о земле вообще речи не идет. Но это в приложениях о земле, а в самом... Ни в приложениях нету никакой земли. Какие приложения? Нигде нету ничего. Когда документ от 2014 года, на реализацию этого документа было отпущено 3 года. То есть в 2017 году у нас должно было быть уже все. Мы в 2019 году только пытались сделать соглашение, в котором только и стояли то земельный вопрос, то права собственности на землю, то права, то есть мы, парламент же не сумасшедший, чтобы сами себе навредить. Да? Мы в то время просто показали и указали на те ошибки, которые есть, отправили документ обратно. Что мешало? Да, это та бывшая власть, как говорят сегодняшняя власть, говорит, это бывшие натворили. Да. Послушайте, с того времени прошло 3 года. Лично по этим вопросам я, еще находясь депутатом, был у президента в Жане. Показал каждый документ, каждый листочек, объяснил то, что я вам объясняю. И сказал, это вы должны это делать, с чем он не согласился. Сегодня опять у нас 50 гектаров выплывает непонятно откуда. Не об этом речь. Речь о том, что если есть договор, если есть международные соглашения, их надо соблюдать, их надо реализовывать. И к ним надо относиться серьезно. На мой взгляд, важный момент. И Илья об этом говорил, о безопасности, Ливан говорил, и Алхас о риторике наших властей. Меня в последнее время удивляет, что
абхазские власти ссылаются на действующее руководство Грузии, что они как бы не готовы на нас напасть, но если произойдет там, значит, смена, то вот те как бы будут нападать. Мне очень интересно, как происходит анализ этой ситуации, как вообще это преподносится нашему обществу. Мы знаем, что у нас нет мирного договора, что мы фактически уже не сторона в конфликте даже по женевским дискуссиям, что мы не очень-то жаждем встречаться с иностранными представителями здесь, да, вот мы это все делаем и ссылаемся, что на благосклонное нынешнее руководство Грузии, которое, значит, не будет на нас, да, нападать, а вот следующее, значит, не нападут. Но при этом, еще раз хочу заметить, я об этом даже писал, что нынешнее руководство Грузии запускает заводы по производству дронов, увеличивает военный бюджет, проводит учения с НАТО. Это же все нынешнее руководство Грузии. И вот почему я это говорю, это как раз, Илья, вот к твоим словам, о том, что это просто попытка манипуляции, манипулировать общественным мнением внутри нашей страны и выдают абсолютно некорректный анализ ситуации в Грузии. Вот наше руководство нам дает некорректный анализ, чтобы манипулировать. Ситуация в Грузии не меняется от того, кто там находится президентом. Для Абхазии это константа неизменная. Вот можно вставку прямо туда одну. Посмотрите, в то время, как мы говорим, что сегодняшнее не хочет там руководство страны, но в апреле намечаются там, если вдруг что-то произойдет, то значит там откроется здесь второй фронт. И в то же время, говоря о том, что тут может быть война, в то же время в Госдуме сейчас занимаются вопросом об открытии, допустим, авиасообщения с Тбилиси. Ну не вяжется, вы знаете, наша внутренняя политика, то, что мы говорим по отношению к Грузии, то, что Грузия делает, и то, что Россия делает по отношению ко всем, все это не вяжется. Давайте мы более внимательно относиться вообще к этим вещам, потому что, ну, не надо нас пугать постоянно, понимаете, для того, чтобы, надо запугать, знаете, система очень простая, народ надо запугать, народу надо сказать, что сегодня существует опасность войны, давайте продавать. Катастрофа, давайте тихо сядем, если мы не продадим, не отдадим и не подарим, да, то нас никто защищать не будет. Это что за политика? Это политика какого государства? Если это мы политика не отдадим, у нас силы отнимут, да? Все, вот к чему сводится вся политическая вещь, которая сегодня... Спасибо, я просто